Что творится с нашим климатом? Почему вдруг за полярным Черском посреди зимы выпал дождь? Причина небывалого снегопада в северных улусах в ноябре этого года. Какая погода ожидает нас в новогодние праздники? Обо всем этом в передаче «Акцент» мы поговорим со синоптиком первой категории Федерального учреждения Якутского управления гидрометеослужбы Галиной Яковлевной Худяковой. Галина Яковлевна Худякова окончила Санкт-Петербургский университет по специальности инженер-синоптик в гидрометеослужбе с 1996 года. Начинала карьеру в Нюрбе, где работала авиационным синоптиком, потом перевелась с повышением в Якутское управление гидрометеослужбы. Галина Худякова – продолжатель династии синоптиков. Ее мать Наталья Петровна Тевс – начальник Центра мониторинга окружающей среды ФГБУ Якутской УГМС. Добрый день, Галина Яковлевна. Добрый день. Скажите, вот в выходные в Якутске было минус 46 градусов, а нынче зимой в столице это предел или же нам ожидать еще больших морозов? Ну, начнем с того, что зима у нас все-таки еще началась, начало декабря. Да, у нас декабрь был в Якутске и вообще на большей части республики ниже нормы. На западе на 5-10 градусов, в Якутске на 3. Но говорить о том, что зима уже будет холоднее, рано. Самый зимний месяц – это январь, он более холодный, и официальный прогноз на январь – это около нормы и чуть ниже нормы. Норма января по республике, по Якутску, городу Якутске считается минус 40 градусов. Самая низкая температура зафиксирована в Якутии. Когда она была и какая? Значит, самая низкая была у нас в XIX веке, отмечалась она в Верхоянске, минус 67,8, и в XX веке это Эмикон, полюс холода, минус 67,7. А вот в ближайшие годы, когда у нас? Ближайшие годы это у нас был 1931 год, минус 61, и самое ближайшее к нам, 94 год, минус 54. А самая теплая зима когда у нас была? Так, самая теплая зима у нас отмечалась в 91 и 2015 году. Там минимальная температура не опускалась ниже минус 42 градусов. Ясно. Скажите, Галина Яковлевна, вот вообще по каким причинам складывается такая ситуация, когда вот в одном районе Якутии плюсовая температура, вот как недавно было, да, а где-то под минус 50? Значит, потепление в зимние месяцы у нас связано с выходом циклона. Вот на северо-востоке, вы имеете в виду, да, Чешский, да. Значит, там выходили серия циклонов с Тихого океана, они приносили с собой теплый воздух и обеспечивали аномальное потепление и снегопады. Ожидать ли прихода этих теплых циклонов к нам сюда, в центральную Якутию, как в Нижнеколымском, да, районе, мы уже заметили, где на прошлой неделе пошел дождь, а температура была и вовсе плюс 4 градуса? Нет, как правило, если к нам приходят вот восточные процессы, то такое тепло, конечно, они к нам не принесут. У нас за всю историю не было плюсовой температуры зимой. Жалко. Да, у нас было только минус 2,2 в феврале 98 года. А вообще вот в последние годы мы все замечаем, и старики об этом говорят, что в Якутии зима становится теплее, и с чем связано такое изменение климата? Ну, вообще, всеобщее известное мнение, что у нас все-таки идет потепление климата. Поэтому можно сказать, что все-таки отмечается, мы все-таки смотрим, что да, действительно оно осуществляется. То есть потепление, оно на самом деле и синоптиками тоже отмечается, Да. От этого факта нам никуда не уйти. Как вы объясняете причину небывалого снегопада вот в северных районах нашей республики, в том же Абыйском в ноябре этого года? Из-за чего это произошло? Ну вот я говорила выше, что вышли серии циклонов. Сначала один циклон, потом следующий за ним с Тихого океана. И они несли большой вынос тепла. Выпало очень много снега. В Абыйском районе у нас отмечается небывалую толщину снега 1,5 метра. В Чукурдахе такого не было за всю историю. Вообще ни разу не было, Нет. это вообще впервые, да, Да. получается. Скажите, как идет работа над определением погоды?
Как вы ее прогнозируете? Расскажите вкратце вообще, как все это происходит. Значит, у нас мы получаем карты прогностические, карты на 10 дней из европейских центров. Это центр Рейдинг и Брэкнелл. Синоптик получает эти карты 2 раза в день, анализирует их и составляет по ним прогноз. Учитывается давление, геопотенциал на высоте, температура, и все это анализируется и дается прогноз. А вот из наших метеостанций как данные к вам поступают? И сколько метеостанций в Якутии работает? В Якутии метеостанций более 100, и каждые 3 часа производится снятие данных, метеоданных, это температура, ветер, давление. Все эти данные собираются вот у нас в якутском управлении, наносятся, вот я не взяла, к сожалению, с собой, на карту, это называется синоптическая карта, и по ней синоптик делает фронтальный анализ, выделяет циклоны, антициклоны, проводит фронты и анализирует погоду. А где у нас в Якутии, интересно, находится самая дальняя метеостанция на севере, скажем? Так, самая дальняя, Новосибирские острова. Новосибирские острова, Да, и там это самые синоптики северные. живут? Да, живут. И даже у нас были в прошлом году фото. Они могли выйти, наблюдатели, сделать срок, потому что гуляли белые медведи. Ой, ничего себе. А скажите, а как вы определяете погоду на длительный период, и вот насколько точные такие прогнозы, и на какой самый длительный период можно спрогнозировать погоду? Вообще наше управление занимается краткосрочными прогнозом погоды, то есть это на 3 дня. Но также мы можем дать на 7 дней консультацию, но не более, к сожалению. Чем более продолжительность прогноза, тем менее его оправдываемость. То есть если мы на сутки даем прогноз, у нас оправдываемость 97,8, то на 3 уже 70. То есть самый 78. длительный период у нас неделя, 7 дней. Консультации, да. То есть и какова точность еще раз? На 7 дней? Более 70-78 вот так. Но все же, Галина Яковлевна, было бы интересно узнать, какая погода нас ожидает в новогодние праздники. Хотя это и длительный прогноз. Нет, новогодние праздники это еще рано. Где-то за неделю мы можем сказать вам точно, какой будет Новый год. А в январе? А в январе у нас по официальным данным идет, значит, прогноз около нормы и ниже. То есть ниже 40, как мы с вами сказали. Галина Яковлевна, а вот скажите, вы сами верите в народные приметы и народным, скажем так, народным синоптикам? Конечно, какие-то приметы мы все-таки наблюдаем, но, конечно, мы не применяем. Мы все-таки работаем по нашим прогностическим данным, поэтому не сказать, чтобы так сильно верили и что-то там смотрели. Спасибо, Галина Яковлевна, за интересную беседу. А это была передача «Акцент», и мы поговорили о превратностях погоды в Якутии. Спасибо за внимание.